Здорово, чемпион. Здорово, Макс. Че, пожаться будем? Или кулачками? Ну, сейчас на карантине, а так вообще работаю тренером в ОРе. И сколько у тебя воспитанников? Пока только я туда перешел, получается, сейчас второй год буду там работать. Поначалу-то не было у меня первый год, как туда перешел. Сейчас у меня вот поступило 4. В этом году тоже поступает еще. И так потихоньку, думаю, наберем уже большую команду. Здравствуйте. Так, и... Что, маленького не обижай? О. Вообще, как сказать, ну, был спокойный, но не сидел на месте, можно сказать. И я, как сказать, постоянно где-то лазил там по гаражам, по заборам, по деревьям. Сколько раз падал, там все равно вставал. Нет, я это все равно прыгну, я достану до туда. По стройкам по всем лазил. Я, ну, так, как сказать, искал себе, наоборот, этот больше препятствий всяких. Где обычные люди там могут обойти, там, я перелазил, перепрыгивал, там, перескакивал, перебегал там. Короче, ну, старался как-то препятствия все создать, короче, да, чтобы это, ну, тяжелее было. А другие смотрят, как ты это делаешь, что ты это делаешь. И мне как-то еще это больше подтягивает, да, подталкивает еще больше и так далее. Как бы вызов себе принимаешь, да? Да, и если где-то чем-то не получается, то наоборот, я наоборот там настраиваюсь, и пока я это не сделаю, я не успокоюсь, короче, типа такого. Вот И там без разницы, кто там, ну, чемпион, не чемпион, там без разницы, либо даже не в обычном даже спорте, там, в любом деле даже то же самое. Настойчивость у тебя откуда? Ну, из папы или с мамы? Вот даже не знаю, одинаково, наверное. И от мамы, и от папы. Оба настойчивые. Ну, мама говорит, типа, папа постоянно в детстве, ну, когда вот молодой был, типа, говорит, ничем не занимался, но ходил ногами, пинал, там, вертел ногами, крутил, там. Говорили, там, ты что, говорит, каратишь, что ли, там, ногами пинайся. Это кто? Как тебя зовут? Это кто? Стеснялась. Ну, мы ребятами собирались и пошли, ну, заниматься боксом, пошли заниматься. Там походили неделю, там, туда на борьбу походили, там, неделю. Это класс 5 был, да, 5 класс был. И после этого, получается, мы ходили везде, везде, все виды спорта, шарайды кэмпа, футбол, волейбол, баскетбол, все виды спорта, короче, мы отбежали, какие есть уже, а давай на тот пойдем, мы еще на том не были, короче, ну везде, перетягивая палки, хапсагай, везде были. И как ни странно, у меня этот, я везде как-то втягивался и старался как-то понять этот вид спорта, и у меня как-то получалось это. И получается, во всем, ну, в каждом виде спорта, получается, я это как-то сразу схватывал. И даже если мне говорят, что-то говорят, я могу не понять то, что мне говорят. А когда мне один раз покажут это, то я это сразу сделаю. И я вот с тренером разговаривал, со сборной России по тэквондо. Ну, он меня еще тренировал. Я у него 5 лет в Москве у него тренировался. И он говорит, ты, говорит, этот практикант. Он говорит, тебе, говорит, хоть 1000 раз объясни, говорит, ты не поймешь, говорит. А один раз тебе покажешь, ты сразу это сделаешь, говорит. Поэтому, говорит, ты практикант, говорит. Ну, мне самому так легче один раз увидеть, скопировать и сделать. И даже вот там на соревнованиях тоже я увидел какой-то новый удар. Я такой, о, я его попробую, я его сделаю. Я выходил, и он сразу у меня получался. Да? Сразу. Я думаю, нифига себе, как так? А я думаю, ну, рядышком там пну как-то, да, там, ударю, мимо там пролетит. И просто как-то попробую сделать. Ну, не думал, что я попаду, а оказывается, попадал вообще, еще попадал. Я думаю, еще раз делает. А, как ты бушуешь-то? Опа, черная смородина же есть.
А это дом родственников, да? Нет, мой. Твой? Лично твой? А здесь же рос, да? Здесь вырос или... Нет, здесь рядышком, 5 минут. А, то есть выкупили, да, это место? Или... Ну, получается, я квартиру продал и взял участок, получается. А, Вот так. деревенская жизнь по душе, да? Ну да. Ближе, чем в каменном доме, да? Конечно, там-то сидишь, кухня, зал, кухня, зал. А ты ходишь, делаешь, занимаешься чем хочешь. И голышом ходи. По учебе, ну, как сказать, как обычный парень там, что там, тройки, четверки, тройки, вот так. Физкультура только там пятерки, там музыка, рисование вот такие. А так, ну, учителя хорошие были, и как навстречу шли, понимали. Даже когда-то что-то у меня там не получалось, там какое-то задание, пример, там что-то еще, и что-то там решить не получалось, то я как бы там чуть нервничал, так этот, по, по стенке там стучал, там этот, по парте так кулаком постукивал. И мне учительница говорила: так, Руслан, дыши, там, дыши, там. И все, я дышал, там, ну, 5 раз там вдохнешь, и все, тебе как-то легче становится. Нифига себе. А в какой школе учился? 4-я среднеобразовательная школа. Близко тут, да? Клара Цеткина. А, Где магазин там Элис какой-то был. И как добирались? Нет, я жил до этого на Халтурина. На Халтурина жил, и там, получается, жил, учился и тренировался тоже там. А потом, после 11 класса, получается, продали квартиру и переехали сюда, на Белое озеро. И, получается, все с тех пор больше не съезжали. И потом, как сюда переехали, я, получается, поступил уже в ЕГУ. Тогда вот 6-й год, по-моему, был. И все, вот тогда пошло здесь, получается, общагу переехал, и там я уже начал жить. А так, получается, сейчас далеко убежали. Я... Да, ты что-то фальштартанул. Чего растут? Ранетки. Ранетки? Яблоки. Уже большие они. Мы как-то постоянно дрались, на улице дрались постоянно. И нам еще старшики говорили: давай, иди, что он ходит по твоей ограде, кто такой? И мы подходили, так, ты кто, типа, откуда? Там без разницы, большой, маленький. Сразу, да, у меня вон все брови разбиты, постоянно по зубам бил, короче. Встаешь, говоришь: все, чтобы больше здесь не ходил, типа, иди там обходи, не знаю как. Бандиты были. И потом, получается, как-то это... Ну, ребята говорят, типа, у нас в школе, типа, тэквондо, говорит, открылось. Я такой: тэквондо открылось? Это что, говорю, такое? Мне говорит, типа, ну, типа, это корейский вид спорта, там, короче, ногами чисто дерешься, там, всякое ушу, там, туда-сюда. Я такой: ушу, что-то. Сразу удар мне почему-то, удар с разворота почему-то такой в башке. Удар с разворота, там как-то, какие-то удары в прыжке сразу такие, ассоциация такая. Там сразу Ван Дам, Джеки Чан, такое, короче, Брюс Ли. И я такой, сразу вопросом я такой был, ну, потому что мы, семья многодетная была, и не могли себе позволить тренировки платные, там, еще что-то. Я сразу спросил: платно, бесплатно там? Говорят: ну, бесплатно. Они такие: ну, пойдемте, типа, завтра сходим, короче. Там еще такие говорят: о, типа, 2 года занимаешься, тебе дают черный пояс, и ты еще потом летишь в Корею, там, типа, тренируешься, с ними дерешься. Я такой: я еще и получу черный пояс. Так. Еще и слетаю в Корею, нифига, впервые в другую страну полечу там. Но... Тогда тренер кто был? Ну, расскажи про первую тренировку тэквондо. Тогда у меня тренер был первый Ефимов Евгений Анатольевич. И, получается, у него тренировался, и он постоянно как там заводил меня, как-то там, говорит, как сказать, от души работает там, типа такого, да? Просто вышел, разорвал, говорит. Я говорю: а что бить-то? Он говорит: вышел, разорвал просто. Я говорю: а что бить-то, как бить-то, что пинать? Он такой: вышел, разорвал. Я такой: все понял. Все понял. Пошел и разорвал, все. Когда только там начинали, и, получается, пришли первый день, потренировались, и, получается, все там, такая растяжка была, там бабочка, туда-сюда, все там чуть все не вылезло там наружу, там все органы.
И все. Тогда ты не умел, наверное, шпагат сесть, да? Ну, наверное, тогда не умел. Ну, я не садился. И, получается, на следующий день утром встаю, у меня все болит, короче, все ноги, все растяжка, там все болит. И я такой стою, не, говорю, нафиг, это тэквондо, больше я туда не пойду, короче. А рядом мама стояла и говорит, типа, ты чё, говорит, на тэквондо ходишь, что ли? Я такой, но. Я говорю, вчера сходил, говорю, нафиг, больше не пойду, говорю, а то, говорю, ноги болят. Она такая, ну, конечно, говорит, ты же занимаешься, говорит, поэтому и болит, говорит. Ты же, типа, первый день пришел, первый раз позанимался, говорит. Я такой, ну и чё, говорю, не хочу, говорю, больше ходить, туда болит мне, говорю, ноги болят. Она говорит, типа, давай, говорит, так сделаем, говорит, походи туда месяц, говорит. Если, говорит, так и будет болеть, то, типа, уходи, говорит. Если перестанет болеть, то, типа, оставайся, короче. Я такой, ну, не знаю, посмотрим, говорю, ну, хорошо, типа, давай. Она говорит, ну, другие же как-то занимаются, там, месяц, год, там, всю жизнь занимаются, у них же ничего не болит же, говорит. Прикинь, если бы они тренировались, там, год, 2 года, у них до сих пор все болит каждый день, говорит. Я такой, ну, задумался, такой, ну, хорошо, типа, пошел. И все, потом, ну, втянулся, понравилось там. И мне в основном нравились спарринги, бои, короче, драться. Вот как я на улице пацан дрался, и тут бои. Я прям ждал, когда будем драться, тренера подходил, спрашивает, когда будем драться? Подожди, говорит, подожди. А там уже все меня боялись, никто не хотел со мной стоять. Меня уже чуть ли там не с мужиками ставили там. А мне там было лет 12. Значит, ты себя на тренировке хорошо показал, себя, да? Ага. Ну, я еще старался там как-то. Тренер дает команду, а мы там стоим, удар какой-то делаем. И получается... Я жду команду, так, оп, стою, жду, он такой, я сразу, сразу, короче, удар делал, быстро, короче. А эти потом такой бьют удар, бух, там, через 2-3 секунды бьют уже. И я такой, о, нифига, я еще быстрее, короче. И так, ха-ха-ха, и потом других подтягивал тоже пацанов, там, девчонок, типа, давайте, кто быстрее, типа, давай, и все так, тух-тух, вот так. Ну, скорость тренинг такой, молодец, типа. С 2013 года из Мексики, да? На чемпионате мира, что ли? Да. И какое место? Бронза? Нет, там 5 место. 5-8. Там меня с корейцем засудили. Там даже главный старший тренер ругался на судью, короче, его выгнали. За то, что ругался. Выгнали его. Через 2 месяца пошли на соревнования. И получается, я вышел, и там со мной друг был, короче, он, получается, подрался. 4 боя подрался, выиграл, и 5-й проиграл, и никакое место не занял, получается. И он, короче, должен был мне дать кимоно. Дабок должен мне был одолжить, так у меня его не было. И получается, а он собрал и ушел, короче. Пахай. И получается, я остался в трикушках, и в поло такой был, такая красно-белая, еще помню. Стою такой, и все, меня вызывает, и я стою такой, тренер говорит, где этот костюм, да бог, говорит, я говорю, ушел, говорю. Он такой, елки-палки, что делать? Иди, говорит, ищи. Я побежал, искал, никто не одалживает, никто не дает. И все, я подхожу, не дают. Он такой, сейчас, подожди. Пошел к судьям, с ними поговорил. Он такой, все, говорит, давай, договорился, типа, иди выступай, типа, надевай щитки. И я помню, на трикушке надеваю щитки такой. Сюда щитки одел, такой шлем одел, жилет. И стою, разминаюсь, а напротив меня стоит там в белом костюме синий пояс такой, а у меня еще пояса не было. А у него синий пояс, стоит, ногу вот так держит, вот так бьет, вот так прям в потолок бьет. Я стою на него, смотрю, так, и сзади мне так подзатыльник, тыш. Я такой, за что? Он такой, давай, говорит, разминайся, и что ты смотришь, короче. И все, я стою, разминаюсь, вышел. И все, потом получается, стою такой, и так боязнь стала, так, да, как-то мандраж такой. И все, я смотрю, и судья такой, начали. И смотрю, он бежит на меня, такой, бежит. Я такой, закрылся, разворачиваюсь, и как лошадь бьет, с разворота бью, получается, в живот ему
Смотрю, он сел. Сидит ему судья, отчитывает 1, 2, 3. Сидит, я такой, о, нифига себе, короче. Смотрю, он такой стоит. Такой разозлился, я такой, да ну нафиг, он еще разозлился, короче. И он опять, судья опять начал, он опять бежит на меня, я опять разворачиваюсь, опять вот так же, бах, просто вот так бил на отмашку, бах. Получается, бах, смотрю, он опять сел, опять ему в живот пнул с разворота, опять сел, сидит, плачет, короче. Судья ему говорит, типа, вставай, вставай, он сидит, нет, говорит, не встану. И все получается, я такой сразу, о, нифига себе, типа, это... Победил синего пояса, еще вот такого красавчика, думаю, нифига себе, думаю. И все, потом получается... То есть первое соревнование два удара сделал и выиграл, да? И получается этот... Потом еще два соперника, получается, 2 боя меня вызывали, я выходил, и, получается, 2 соперника не вышли. Они, получается, испугались, плакали, их тренера не могли выпустить, короче. Типа, короче, говорят, он, типа, его вырубил, типа, а он сильнее нас, типа, мы не можем против него выйти, типа, и плакали, не выходили, получается. 5 класс, да? Да. Финал вышел. И все, я уже такой уверенный, вышел такой финал, такой, там какой-то парнишка такой был, этот, с меня ростом где-то, и он такой шустрый был, шук. Тоже с синим поясом там был, и это... И все, я уже осмелел, уже, сейчас, а что это, типа, он вышел, типа, не испугался, типа, такого, это. Побежал за ним, давай вот этот удар бить с разворота в живот, кручусь за ним, бегу. Он ушел, удар в сторону, удар в живот мне, опять ушел в сторону, удар в живот. Я забегаю за ним, думаю, сейчас я один удар тебе попасть, думаю, сейчас я тебя вырублю, короче. И все, он убегает, бьет. И вот так, короче, я ему проиграл. Получается, он первый. Да, получается, он первое, я второе. И все. Потом эту медаль повесил. И с ней домой также поехал, короче. Единственный я, кто с клуба тогда эту медаль взял. И получается, я всего 2 месяца занимался, короче. И все, я такой еду с медалью, такой, в автобусе еду. На заднем сиденье в конце сижу, так, со шпаной с нашими там сижу. Такой. И все, и там дедушка такой подходит. О, сынок, говорит, что за медаль такой? Я такой, по тэквондо. Такой, 2 место. Он такой, о, молодец, типа, поздравляю. Я такой, спасибо. И все, я по ограде, там, везде в футбол играл с ней, короче, там, лазил, там, целый день с ней, короче, шарился с этой медалью. А тебе было ни капельки обидно за 2 место? Да не, мне как-то это... Ну, первое соревнование, по-моему, да, поэтому, наверное... Соревнование еще и медаль там занял, конечно, ну, как-то это такое было. Обычно же спортсмены говорят, 2 место самое обидное. Ну, самое обидное, но после этого у меня, как сказать, на России, на Европе, на мире у меня не было там 2 мест. У меня только либо 1, либо 3. Потому что я когда выходил в полуфинал, я себя не сдерживал там. Я как работал, и еще плюс, еще делал сверхъестественно какие-то удары там вообще что-то. Потому что там сдерживаться себя. Либо я выиграл, либо я проиграл. Все. Вот так. Либо я первый, либо я никакой. И только вот на мире, вот по студентам, вот 2 место у меня. А так на России, там на Европе, на мире все либо 3, либо 1, вот так. Привет. О, просторный домик. Здравствуйте. Занимался тэквондо, и в 10 классе нас, получается, в школе у нас как-то закрыли тэквондо. Я, не знаю, почему там закрыли. После 5 лет тренировок, да? Да, закрыли, и, типа, тренер ушел, и говорит, типа, директор нас, типа, выгнал, типа, такого. И я не понял, почему. И в итоге, и у нас там открылось... И, я хотел пойти дальше заниматься к нему, короче. Он говорит, типа, зала нет, ничего нету, короче. И все, я так ходил, скитался, короче. И в итоге у нас, говорят, типа, там дзюдо какое-то открылось. Я такой, да нет, типа, дзюдо, типа, не хочу, туда-сюда.
И у меня туда одноклассник ходил, занимался дзюдо. И смотрю, у них тренер вышел и ушел. Это было прямо в школе, в актовом зале там. И я такой захожу, ботинки снял, захожу в носках такой. И своего одноклассника такой, говорю, что, говорю, дзюдоишь, что ли? Он такой, но. Я такой, иди-ка сюда, давай поборемся, короче, типа. А я умел это, ну, любил подсечку делать, там, либо там через бедро как-то кидал, на улице обычно так кидал. И в это время зашел тренер по дзюдо, Максим Герасимович. И получается, а я его, ну, уже стоим, вот так держимся. И получается, я его так на себя дергаю и подсечку, короче, делаю ему. И он так подлетает, и пух, падает, короче, на спину. Я такой, слабак, короче, иди отсюда, короче. И все, этот тренер подходит ко мне, говорит, о, все, говорит, жду тебя сегодня вечером на тренировке. Я такой, зачем, говорю, я говорю, просто так зашел, говорю. Он такой, не-не, типа, давай приходи, проверь себя, попробуй, говорит. Здесь, говорит, типа, школьники тренируются, приходи вечером, типа, там, посильнее, говорит, будут ребята, говорит. Я такой, еще сильнее такой, а мне же нравится, я такой, кто может еще сильнее меня быть, типа, ну, давайте, говорю, приду. И что, пришел, а там уже там, таджики ходили, узбеки ходили, и, получается, и ребята взрослые уже ходили туда еще. И, получается, я с ними как бы на равных боролся, получается. Еще там, ну, таких неопытных я еще выигрывал, там, взрослых. А уже постарше уже там были, ну, как бы, ну, да, проигрывал, как, короче, им. А так, тренер смотрит, нифига, говорит, ты, говорит, школьник, говорит, там, с мужиками, там, борешься, говорит, нормально, короче. Это, говорит, ты без техники, без ничего, говорит, просто самоучка такой, просто, говорит, равновесие держишь, координацию держишь, там, говорит, нормально, говорит, у тебя, говорит, защита есть, говорит, и, говорит, атака резкая, быстрая, говорит, и ноги у тебя шустрые, типа, это там. И, говорит, головой еще думаешь, типа, давай, приходи, все, типа, занимайся. И все, я, получается, занимался 2 года. И 2 года занимался дзюдо и самбо одновременно, получается. И после первой недели, получается, там мне тренер говорит, типа, будет у нас чемпионат, там, ну, города, что ли, говорит, давай, говорит, приходи, участвуй, типа, на выходных. Я говорю, вы что, я всего неделю тренируюсь, там, наверное, ребята такие сильные, говорю. Он такой, все равно приходи, попробуешь себя, ничего страшного, говорит. И все, я пришел, на 60 килограмм выступал, и, получается, первое место занял, короче. Он такой, нифига себе, ты че, говорит, Я такой, я думаю, это тяжелый турнир, типа, да, а как-то, говорю, так получилось, говорю, А я, получается, они же там как-то все захват же, я же, ну, в основном я думаю, анализирую там, да, и, получается, они же все вот так стоят, вот так, и как бы захват пытается там брать, там, да. Я такой думаю, а я смотрю, все делают захват и пытаются как-то через бедро кинуть. Прям... Как кочергу, да? Да, ну, короче, через бедро кидают. И я стою и думаю, как они все одно и то же делают, типа, у всех в голове одно и то же, как роботы, да. Я такой стою, ну, он такой стоит, так, типа, держит, еще вот так делает, вот так стоит, шух. А я просто стою такой, на, просто такой, на ему, он такой, такой, держи, такой, я такой, на, такой, просто еще руку расслабил, он такой стоит, и такой разворачивается, на бедро берет, короче, меня, и вот так, ну, так стоит, и, короче, получается, вот уже берет меня вот так. Я так через ногу перешагиваю, вот так, и вот так вот его в пол. Короче. И так одного, потом так же второго, он уже тоже так, я также перехожу. Да. Помню, как за выход в финал вышел, короче, и там тоже одному дают, ну, уже 3-й раз даю, короче, то тоже, вот так, прямо как сломя голову несется, летит. Я перехожу и кидаю, он такой, да ну нафиг. Я прям вот это услышал, прям четко, да ну нафиг. Ну, в финале тоже за ноги схватил, уронил его там, ну, так по очкам, и получается в конце тоже вот подсечкой выиграл, короче, в финале. Потом через 2 месяца, получается, был у нас в Полтиннике, был у нас республика по самбо. И я тоже туда пошел выступать. А там говорят, все то же самое, только болевой на ногу еще есть.
ну, дополнительный, короче. Я такой, о, нифига, нормально, такой, попробую. Ну, самому интересно, как-то голова начинает больше думать, работать, как здесь сейчас работать, как там работать. А там говорят, типа, если, ну, типа, по очкам нужно там выиграть, и если, типа, ты на спину упал, типа, дают 4 балла, типа, а нужно набрать 12 баллов. И, короче, нужно, типа, 3 раза упасть на спину, тогда ты проиграл. Я такой, хорошо. И все, я там одного выиграл, второго, третьего. И в финал вышел с Лукьяненко. Илья, по-моему, был, или кто-то там, Лукьяненко. Мастер спорта, короче, был. С Грессом, на Грессе занимался. Не помню, там, Славуч или что там у них там, какой-то клуб. И в итоге я в финале с ним вышел. В финале вышел, и получается, я его выиграл 11-2 или 8-2, короче, я его выиграл. В сухую, да? Ну, почти в сухую, получается. И все, я его выиграл, и чемпионом стал, короче, республики по самбо. И смотрю, он заплакал, короче, пошел. Я такой, ты че, говорю, Илюха, ты че, говорю, плачешь, ты че? А он так расстроился там. Я говорю, я его проиграл, я бы так не расстроился, говорю. Потому что, ну, для меня как-то это, ну, как-то не уровень, или уровень, короче. Ну, как-то я не так серьезно относился к соревнованиям, короче. Удостоверение мастера спорта? Не, это За Сисписа. заслуги. А, там праздник был, награждали. угу. Вот Дмитрия Николаевича. Евкис. Ну-ка. Лучший спортсмен. ССС. СССР. Это получается грамота президента. И Берхана нашего, да? Егор Афанасьевич. Я просто как бы... Как игра для тебя была, да? Да, как шахматы, там, шашки, я думаю, стратег типа такого. И если, ну, как сказать, все ребята, там, тот спортсмены сначала делают, потом думают, да? А я сначала продумываю, потом это делаю. И, можно сказать, спортсмены думают там, только начинающие еще, да? Либо вообще не думают там на ход вперед, да? Либо на один ход вперед думают. То, как сказать, я тогда думаю уже на 1, на 2, на 3 хода вперед я тогда думаю. И сейчас, если я, например, сделаю шаг к нему, то что он будет делать? И я это отрабатывал на тренировках, там, с братом дома отрабатывал. Шурика? Да, Шуриком. И получается, тоже я и дома, и на улице, и везде я пробую, и даже в других видах спорта пробовал. Что он сделает, если я это сделаю, да? И получается, у всех реакция была одна и та же. И получается, я думаю, так это значит, можно и в спорте применять, и на соревнованиях применять. Прокатывал, проходил, и получается, я уже делал, просто спокойно так захожу к нему, даже блок не держу, вот так просто держу руки в тэквондо, захожу. У всех сразу отскок, удар. Просто блок и удар в бошку ему там. Опять так же иду, он опять бьет, опять просто блок, удар в живот, там, в голову. Сам уже выбираю, куда ударить, с какой силой ударить. Я уже знаю, где у него открыто, где закрыто у него, как он себя поведет, там, да. Либо там показал, сюда ударил ему, короче. Либо я уже думал так, что бью рукой, у него реакция вот так будет, да. А я бью ногой одновременно, получается. Он же не сможет сделать вот так, да. Типа такого нету блока в тэквондо. И как он сможет 2 удара одновременно защитить? Я думаю, вот так делал. Потом я делал, он, ну, получается, я когда бью, он, получается, закрывает, еще глаза закрывает на время удара, типа, как принять удар, вот так, сжимается. И смотрю, это все так делают. Я думаю, так я за это время, пока он сжимается, это почти секунда идет, там, чуть меньше. И я говорю, я уже успел нанести удар в голову, говорю. И все, я вот показывал, даже не бил, и сразу бил в голову, получается. А они такие, типа, где удар? Смотрят, удара-то нету, а тут уже дух прилетает уже. И получается вот так. И я, получается, делал шаг к нему, как в шашках я делал. Отдаю ему пешку, да. Он, типа, кушает ее,
Но, а я еще могу там поставить блок, получается. Я жилет ему открываю, типа, он меня бьет, а я ставлю блок и еще забираю там удар в живот с разворота, либо в голову, там, получается, либо 2, либо 3 удара еще. Ну, 2-3 балла забираю у него. Получается, я ему либо 1 балл отдам и заберу 2-3. Либо я поставлю блок, и получается, я его вообще не отдам. Еще заберу сам 2-3 балла заберу. На контратаках хорошо работал, да? Ну, на контратаках, на сближение, в клинче. Вот у меня было в основном, Сильные стороны. да, сильно это было клинч и на входе. На входе это как? Ну, контратака получается. Когда он бьет, я в это время сближаюсь и наношу удар там. Это получается, у тебя удар становится еще в 2 раза сильнее, когда он двигается вперед, и ты к нему двигаешься. А если еще он в это время еще вдох делает, то получается... Вот так получается. Да, удар в солнечное сплетение, да? Ага. В тэквондо же помимо ударов ног еще кулаками можно бить, да? Да, Про это немножко расскажи. руками можно в жилет бить. Только вот протектор вот сюда. Прямой. И удар должен быть вот такой. Прямой. Полностью рука выпрямленная должна быть. Тогда балл поставят. А если у тебя удар вот был так, и рука согнутая, то балл не поставят. То, И боковой тоже не считается. да, чтобы не было таких ударов. Бах, бах, бух, бух. Вот так не было, чтобы был один удар четкий, тух. Тогда вот очко поставят. А я уже как бы такой уличный боец, там боксер, там боксом еще занимался я, получается. Там где-то сколько, год я занимался еще боксом потом. С одноклассникой ходил, мне там, тоже понравилось. И получается у меня рука уже набитая была, я еще просто стоял, еще оттачивал просто в стенку. Тух, на карате еще ходил, оттачивал, там газеты делал, там сколько в году дней, столько газет сделал. Бил, потом каждый день по одному срывал, бил. Так руку натренировал, что потом я чувствую, как дыхалка у них сбивалась, еще что-то там, сразу пробивал. Даже в сборной, когда заходил только в клинч, они уже только руку не били, а у меня уже на автомате вот вот так вот был. Вон. О! Лучший спортсмен года Поэзия Руслан. 2009 год. Это кто вручил? Вообще старинный. Это десятка спортсменов. Который Минспорт вручает, что ли? Госкомспорт РСЯ тут написано еще. Видно, да? Ага. Тогда еще Госкомспорт же был, а не Минспорт, да? Ну вот еще 11, 13. А вот она, да? Кубок Германии. Международный турнир выиграл. Кубок Германии. Это перед отборочным на Лондон. Первое место занял, да? Да. Бил не на бал. Я бил, чтобы пробить соперника. Дыхание сбить, напугать. Может даже пробить его, там еще что-то, нокаутировать. Я вот с таким вот бил. А кто-то вот на очко бьет, еще что-то. А я прям бил, вот, пускай согнутое, но я его пробью, там, испугаю, еще что-то, вот, типа такого бил. Мой стиль боя был похож, как сказать, на кикбокс. Можно сказать так, то, что я и руками, и ногами вот так шел, руками, ногами. И они от этого, получается, вообще еще больше уставали, когда соперник идет назад, и он уже начинает думать, как бы ему не выйти за линию там, да, как бы ему остаться на ковре еще, да. Теряются, да? Да, и еще ему нужно защищаться в это время, как он вообще думает. А я просто иду, отрабатываю, тук-тук, и жду контратаку. Иду, работаю и жду контратаку, вдруг он будет бить. И где-то отойду, где-то опять тук-тук. Я всегда наготове был. А они, получается, мозг отключается у них. Когда на них идешь атаковать, у них мозг отключается. У них автомат ему идет на защиту. Как бы не выйти, он думает, как бы остаться, и там еще что-то думает. Ну, много мыслей. И получается, это уже психология спорта идет уже. А у меня идет другая работа, да. Это тяжело себя перебороть, когда на тебя идет атака, и ты в это время тоже успеваешь всовывать свои удары и делать контратаку вот такую. Вот это уже, как сказать, высший спорт, да, высшее достижение и так далее. Это вот тяжело. То же самое, когда на тебя идет человек там
атакуют там в борьбе, там что, да, и ты в это время тоже идешь бороться, а не как там убегаешь, защищаешься, еще что-то типа такого. Это тоже тяжело. Это я вот смотрел фильмы «Ип Ман». Ага. Смотрел. 2009 год был, и я, получается, посмотрел этот фильм впервые. И мне он так понравился, и я так сидел, думал, как они так тух-тух-тух, так руками защищаются, там дерутся, еще успевают удар нанести туда-сюда. Я думал, как так-то? И в итоге я посмотрел, пару блоков увидел там, да. Я думаю, если они от рук так защищаются, то от ног-то еще чуть легче защищаться, потому что нога-то пока долетит, чуть-чуть медленнее же, чем рука. Можно среагировать. Да. Я думаю, нифига, как можно прикольно это блоки сделать в тэквондо. Там же мало кто защищается блоки. И все, я, получается, придумал блоки, сам стоял, отрабатывал дома, на улице, там, где-то в лесу стоял, сам с собой отрабатывал, там просто вот раз. Потом, почему именно эта рука сверху, а не это? Ну, в кино так, в фильмах так, почему это сверху, здесь, тык-тык, здесь так. И я, короче, все это думал. И в итоге я придумал свою систему там блоков. И я даже в сборной ребятам показывал. Там даже потом научил их защищаться плечами, тазом, ногами защищаться, руками там. И, ну, даже головой там тоже самое, как в боксе там учил, ракеткой там делал. И в итоге эту защиту сделал. И все, я выходил после этого на России, я там досрочно выигрывал, там 24-0, там вот так выигрывал, 18-0, там вот так выигрывал. Все думают, как так-то, ты что это? А они просто все бьют одни удары те же. Вот, один удар, 1-2, 1-1-2, вот, удар в голову. Удар в голову, раз, два. Либо просто можно руку поставить, либо вот так просто сделать. И все, идешь тык-тык-тык, и все получается. Все удары я вижу. Спокойно даже. Пока летит, я подбил, либо отошел, либо вообще зашел к нему, да, если я не успел отойти, я либо зашел к нему, либо вообще чуть подпрыгнул. И получается, вообще это как бы нормально получалось. Короче, кубков и медалей очень много. Ой, это уже после тэквондо, да? Ага. Эй, лучший бомбардир, эй. Защитник еще, да? Так, в 18-м году лучший защитник, потом в 19-м лучший бомбардир в первой лиге, ничего себе. А за какую команду? Ростелеком. Ах ты. Большой футбол. А, большой футбол это что ли? А, я думал, мини-футбол. Поминки. У меня тоже есть этот кубок, еще один в Жатае я оставил там у меня. Жены отец забрал у меня. Ага. Говорит, пускай у меня, говорит, будет там лучше. Ну, тоже бомбардир. Получается, сейчас я в Минке иду тоже на первое место по забитым мячам. Эти блоки я выучил и уже давай внедрять ребятам. Они все видели. Был такой момент, то что там ко мне один спортсмен подошел. Он уже такой титулованный, там, с большими регалиями, там. И говорит, научи, говорит, меня тэквондо. Я говорю, как, говорю, это наоборот, я должен у тебя просить, чтобы ты меня научил тэквондо, говорю, а не, наоборот, я тебя. Он такой, нет, говорит, у тебя, говорит, новый тэквондо, говорит, у тебя как ты, как он сказал, бог на электронных жилетах, а я бог на простых жилетах, говорит. И получается, я такой, ну, говорю, раз так, говорю, то я попробую, говорю, научу тебя, смотря что, ну, как, что пойдет, говорю, что знаю, то я тебя научу, короче. И потом сижу и думаю, блин, как это вообще, оказывается, это быть легко, и то в то время тяжело же, да, подойти спортсмену и попросить помощи там, да, типа такого. Я сидел, думал, как так, говорю, нифига себе. Тем более, он, как сказать, не гордый там, да, спортсмен, не такой там, не, я сам сделаю там. Либо как-то там, можно сказать, подсматривал, там еще чего такого хитрого, да, спортсмена. Нет, просто подошел, попросил так спокойно, говорит, помоги, говорит. И, конечно, говорю, я говорю, ты меня просил, я, конечно, помогу, говорю, чем смогу, тем помогу, короче. А он до этого 2 года подряд вторым стал, третьим, получается, проиграл чемпионат России, а до этого постоянно выигрывал. Я его учил, получается,
утром и перед сном. Как стихотворение учат же, да? Ну, запоминается же легче утром. Как песню услышал, и ты уходишь и поешь весь день, да? И также вот... И я также вот сидел, думал, как, когда лучше запоминается, да? И все, я вот его учил вот так. Утром он пошел, зубы почистил, все, выходит. Я уже стою с ракетками, там, туф-туф-туф, блоки его там бью. И еще объясняю в это время, для чего, почему и как это делается. И все, он такой, я говорю, не бойся, вот так не делай. Просто спокойно, уверенно сделай, говорю, уверенно сделай, как будто ты как чемпион, там, король блоков, там, еще что-то там, да, чемпион мира кунг-фу, там, вселенной, там, говорю, ты такой человек, говорю, вот так себе представляю, говорю, а не так, как ты боишься, ты там пропустишь, еще что-то, ты по-любому пропустишь, если будешь об этом думать. И все, он такой, да, и вот это и психология, и то, что учить утром, вечером, да, получается, я его так научил. И все, он поехал на Россию, выходит же с этим человеком, с которым уже 2 года подряд проигрывал, он его выигрывает досрочно. Еще и такими ударами, которые он никогда не бил, которые я показал его, он попадал. И получается, я еще говорю, сидел как-то так думал, анализировал, говорю, у тебя такой момент, говорю, был, то, что ты постоянно ломаешь палец на руке. Я вот сколько раз смотрел, ты раза 2-3 палец на руке себе ломал. Указательный, либо какой-то ты себе там ломал. Он такой, да, говорит, нифига, как ты, говорит, запомнил. Я говорю, вот поэтому я тебе научусь защищаться еще одной рукой, правой, говорю. Тык-тык-тык-тык-тык, понял? Он такой, нифига себе, говорит. И все, я его научил одной рукой защищаться. И все. И тут, прикинь, финал выходит. И этот пацанчик, короче, идет на него так, пам-пам-пам, 10 ударов бьет. Тот отходит и попадает прям в палец ему. Да, он убегает вот так, трясет, короче. И, получается, сломал палец ему опять. И я такой сижу, вспоминаю, ну, как в фильмах ешь, такой сижу, давай, короче. И смотрю, и тот опять на него идет, опять тух-тух, опять он идет тух-тух-тух-тух-тух-тух. И отсюда ему в голову, бах, попадает, конечно. Я такой, нифига, говорю, вспомнил, красавчик, не забыл. И все, прикинь, вот это вот такой момент, когда, знаешь, человек пригодилось то, что ты его учил, да, ему пригодилось тогда. Ну, может, и гордость такой. И он такой, говорит, нифига, видел, да, пригодилось там. Я такой, ну, красавчик. Он выиграл, там, поблагодарил меня, там, спасибо, туда-сюда, говорит. Потом он поехал на Европу. А тогда меня еще не взяли на Европу. Я выиграл Россию, но меня не взяли там. А он в другом весе был? Да. Ну, ниже весом был. Поехал на Европу. И на Европе выиграл все бои досрочно. Красавчик. У него, по-моему, только 1 балл или 2 балла взяли максимум. И то в разных боях. Там 13-1, 11-1, а так все 10-0, там 6-0, 5-0, 10-0, 12-0, вот так все бои были. И даже финал у него был 13-1, у него был финал, по-моему, либо 13-0, что-то такое был. Ну, то, что из-за блоков, короче. И все, он пишет мне, и потом написал тренеру, типа, Якову Васильевичу, типа, написал, типа, спасибо тебе за такого, типа, ученика, типа, хорошо воспитал, типа, говорит, молодец, типа, и передай ему большое спасибо. Еще мне написал там это. И в итоге это, ну, приятно стало, конечно, то, что этот не забывает и тоже это благодарит и так далее. А были такие спортсмены, то, что ты видишь, то, что у них не получается, да, подходишь и им говоришь, типа, у тебя здесь неправильно, типа, да, давай, типа, поменяй, типа, либо думай над этим, либо давайте помогу. Я сам знаю. Вот так. Я потом стою и думаю, блин, зачем я подходил? Зачем я ему подсказывал, там, еще что-то. Если надо человеку, да, он подойдет и спросит, там, да, поможет. Но я-то думал, как по-человечески подойти, подсказать, там, да, еще что. А я, кажется, еще могу хуже сделать этим, да. Ну, типа, затронуть егошную гордость, там, еще что-то. Ко мне даже подходили, у нас в сборной были такие эти тренировки, да, как сказать, самостоятельные. Ну, там, пятницу или среду, там, ну, ближе уже к соревнованиям. И, получается, ко мне подходили спортсмены, там, чемпионы России, Европы подходили там, да, и спрашивали, типа, Русик, типа, что мне сегодня поделать, говорит, на тренировке. Я говорю, я стою, улыбаюсь, вы что, говорю, пацаны, говорю, у вас вот тренер стоит, говорю, там, а там мужик такой стоит, да.
Я говорю, вы чё? Говорю, вот у вас тренер же есть, у вас... Он еще приехал специально с Ленинграда, там откуда-то, да, с Питера, вас потренировать, типа, да, а вы ко мне подходите, спрашиваете, вы чё? Говорю, вот у вас тренер стоит. Ну, мы ему сказали, типа, и он все понял, типа, мы хотим, типа, чтобы ты нам что-то показал, типа, и все, я такой, ну, тоже, конечно, приятно стало, но думаю, как так тренер там приехал, такой. Я говорю, ну, конечно, давайте, говорю, подскажу это. Все, пошел подсказывать им, показывать, там, помогать. Потом подходят тренера, девушки, девушек тренера подходят, ихние тренера подходят. Вот, говорит, ты хорошо в клинче работаешь, а у нас рост маленький, там, это, как есть с высокими девушками работать, а там высокие девушки, там, длинные ноги, то тяжело подойти, как ты подходишь, как ты там, и все, и в итоге это тоже их там подсказывал, учу там. Заслуженный мастер спорта. Амба, ЗМС. Это же уровень. А? Потолок. Это потолок, говорит Русь. Жескаде. А это удостоверение мастера спорта, кажется. Не, это старший тренер Даксун. А. Удостоверение знак отличия Республики Саха. Гражданская доблесть. Воу. Какой момент был еще то, что психология, да, вот я говорил. И как отвлекающий момент, нестандартная техника, мышление, там еще и так далее, да. Это тоже очень как помогает и приветствуется тоже в спортах, да. Для чего придумали эти раздергивания, там, обманывающие вещи, да, еще какие-то там ху-ху, да. И это все обманывающие. Кто-то же с опытом это делает же, да. Один прием сделал, кто-то увидел, все это делают. Один увидел, другой прием. Все, у тебя уже два в арсенале, да, обманывающих приема там. А хотя людей много, а думают только 2-3 человека, да. Кто хочет там как-то выигрывать, думает. И поэтому я когда Ипмана смотрел тоже, и там такой, он с боксером дрался, тук-тук-тук, он вот так бьет, а боксер тук-тук защищается. И в это время я увидел то, что когда он бьет, этот закрывается, этот бьет, и увидел то, что у него ухо открыто, и он в ухо ему ударил, получается. И он зазвенел, и он так, о, и он его потом, да, добил его, получается. И я это увидел, и такой думаю, ага, так же можно и в тэквондо сделать, но только там по лицу же не будешь бить, и можно бить руками в жилет, короче, да. И я такой думаю, ну, надо это пробовать на тренировках. Я попробовал на тренировках, просто подбегаю, вот так просто, дах, бью, короче, жилет. Они вот так делают, тык-тык-тык, и вот так руки делают, ну, руки закрывают. Можно сказать, как это, я их не пробиваю, да, но, можно сказать, им неприятно, и мышление у них такое, любовь спасения. Может, ему бал поставить, я заблокирую блок. Хотя за такие удары не ставить, можно было спокойно вот так стоять, тук-тук-тук-тук, да, так. Но они все закрываются и еще думают, о, либо бал поставят, либо меня пробьет, еще как-то. Я хотя даже не бью, я просто так делаю, просто быстро. И получается, психология работает, да, на отвлекающий момент. Я вот так бью, получается, тук-тук-тук-тук-тук, и отсюда в бошку, бах, либо тук-тук-тук, в жилет. Я уже вот так шел и смотрел, где у него открыто. Вот так. И у меня даже этот бой такой был, с ростовским парнем молодым. И просто я вот все 3 раунда я вот так шел и бил его, так тык-тык-тык-тык. Он так раз в бошку опять тык-тык-тык. И так еще иду, высматриваю, там уже зрители там думают, о, что он делает, типа. А я просто иду, отрабатываю, там придумываю что-то для себя нового. И все, получается, он уже, не, я не хочу с ним драться уже, вот так, я не хочу с ним выходить, уже такое было там. И все, потом я выбирал другие тактики, потом я начал уже тактические бои делать, да, тактические тактики начал делать, там получается, например, когда в любом виде спорта, да, там в боевом, бокс, карате, да, тэквондо, даже в борьбе такое есть, да, вот, когда один атакует, да, другой защищается, там идет защищается, либо отходит, да, а тот делает свой прием какой-то, свою комбинацию делает, и получается, эта комбинация, ну, длится сколько, ну, 1, 2, 3, 4 секунды. 3-4 секунды длится. Ну, может, 5 секунд, да? Может, у кого-то 10 секунд длится. Но больше 5
мало кто атаку такие делает, да. И получается, они, получается, после этой атаки, все, я замечал, все, даже я отходят назад. Либо стоят на месте, чтобы восстановить силы, да, И обдумать. да, и обдумать дальше их ход. В это время надо работать тому. Пока он отходит, тут он начинает отходить. Даже бывает такое, то, что возле линии догоняет его, выгоняет до линии, и все, и отходят. Либо стоят такие, я до линии выгнал, что мне дальше придумать? А что тебе мешало дальше так идти, и он бы вышел, да? Что тебе мешает? У него тоже в башке это осознание стоит до линии довести. А там сам выйди, не выйди сам уже, да? Ты должен дальше до конца доводить это, понимаешь? У каждого человека, спортсмена есть это, понимаешь? И для всех там правила есть такие. То, что вышел, предупреждение. Упал, предупреждение там, да? А правила для чего? Чтобы их нарушать. Лучший спортсмен года 2013 года. А, ты еще лучшим спортсменом был, что ли? И в 14-м тоже, да? А потом... Сколько раз подряд? 2 раза, да? 4 раза. Нет, больше. С 8-го года же. По 16-го. А, да? Не, может, и в десятку лучших спортсменов? Ну, в десятку. А именно в тот год самым... А так обычно вот самый такой был, это второе место было. После Балакшина? Нет, по-моему, Лебедев был. Тогда он первый раз чемпионом мира, по-моему, стал. А, Очень много тактик я придумал. Сейчас расскажу некоторые. И получается, есть такие, то что есть атака аэробная. Как есть? что ли? Как просто аэробику делать же. Там, сколько они могут аэробику делать? Там 40 минут, да? Долго. Час делать. И получается, и атака такая же есть. Ты можешь просто у нас один раунд 2 минуты длится, да? Получается 6 минут. 6 минут можно работать аэробно. И ты просто идешь, ноги кидаешь, там, ручки кидаешь, а он, отбивается, блоки ставит, еще что-то. Он не думает о защите, атаке, там, еще что-то, он опять так же защищает. Ты просто кидаешь. Если еще выходит балл, да, ты попадаешь четко, либо ты там обманешь как-то его живот, голову, и получается, балл еще выходит, получается, а ты не устаешь, ты просто ноги кидаешь, да, просто в удар не вкладывайся, просто ноги кидаешь, где-то чуть-чуть силу добавил, все. И получается аэробно атака идет аэробная. И ты не устаешь, и у тебя атака еще есть. Вообще отлично. А тот всегда защищает. Он думает, когда он уже устанет? Когда устанет там? Да? Типа такого. А когда он от тебя идет атаковать, получается, то ты, получается, уже можешь отскок сделать, отойти, заклинчевать, либо встречный удар какой-то сильный сделать можно. Потому что у тебя силы есть. И ты как бы не выкладывайся в полную и так далее. Это вторая тактика. Есть еще такая тактика, я сделал, это тактика против высоких, да, как в основном. И против высоких, и даже с обычными спортсменами, можно, с твоего же роста. Я заметил, что когда высокие люди, говорят, они быстро устают, да, они вялые, они сонные какие-то ходят, еще что-то, да. А кто люди поменьше, у тех, энергичнее, да, и получается, тяжело их измотать или что-то, а высоких легче измотать. И получается, мы все гоняем вес, все гоняют в один и тот же вес, и кому-то легко дается, кому-то тяжело дается, да. Можно сказать, восстановление у нас быстрее идет, да, а у высоких помедленнее идет. И поэтому, когда я заметил, когда вот я бью удар, да, после сгонки, на следующий день бью. Обычный спортсмен делает один вдох, да. Все, один удар сделал. А они делают, один удар сделали. Именно один удар нужно сделать 2 вдоха. Понимаешь? И получается, если они делают 2-3 удара делают, то они делают 6, 8, 10 вдохов делают, да. И получается, у них восстановление еще идет больше. У нас вдохнул, и ты готов уже. Подышал, потом только восстановился. Вот так вот у них. Чуть медленнее у них идет, получается. Я их испытывал, изматывал их, да. Я подходил к ним, они меня бьют, как я зашел в твою зону, агрессирую, и он, я тебя сейчас ударил, получается, бьет.
а я уже отхожу в это время. Получается, я опять иду к нему, так, иду. Он такой пинает, я отхожу, получается. Либо иду к нему, он бьет, я захожу к нему навстречу, бью. Либо сразу в клинч иду, получается. И все, они изматываются, я еще в клинче ему в живот бью, пух, толкаю еще вперед, его специально иду, толкаю, типа, еще больше устает, я иду, толкаю его, и толкаю там, где-то плечом подтолкну, там, корпусом подтолкну, руками подтолкну, еще толкаю, вообще, он уже, что делать, я не могу, уже устает. В итоге еще больше я его изматываю, и он больше устает. Он работает, я не работаю, я просто как бы двигаюсь. В свое удовольствие просто двигаюсь. Ходим на второй раунд. Пускай я буду проигрывать 1-0, да? Я пропустил где-то там. Ну, сам затупил где-то, я пропустил. И выходим на второй раунд. Получается, он уже устал, а я только разогрелся. Я просто двигался, я даже не устал. Я тут начинаю уже работать как бы с атакой уже. Начинаю атаковать, работать уже. Точные удары. Да. И удары выкидывать, и поплотнее уже удары. Получается, он тоже начинает работать с тобой. Но я придерживаюсь этому же движению, да, и плюс еще удары начинаю добавлять. Пускай я буду проигрывать там 3-2, там, да, 2-1 буду проигрывать, да. Выходим на третий раунд. Я только уже устал, да. На третий раунд выхожу, я только устал, а он уже выдохся. Потому что я его заставлял работать во втором раунде. Он в первом это работал по воздуху, во втором работал в меня, да, и, может, по воздуху там попадал. Он работал, все 2-3 раунда он работал. Он выходит третий раунд, а я первый раунд не работал, просто двигался. Я поработал второй раунд. Третий раунд я могу выложиться, просто без остановки идти и бить его, да. А он, получается, уже устал. Он не сможет все 3 раунда со мной работать, и он, получается, еще и высокий, еще и дыхание, он еще не восстановился. А тут еще я сразу на него налетаю, сам на него налетаю, не жду, пока он будет там восстанавливаться, отдыхать там, либо как-то ходить еще. Я сразу, судья начали, я сразу залетаю к нему, нога в ногу, там, сбиваю его, обычно втыкают, чтобы ты не втыкнулся в него, да? А я там нога в ногу, там, блокирую, там, залетаю, захожу в клинч руками, ногами, там, толкаю, опять все, я его чисто активно сделаю, все, он, все умирает, уже устает. И я просто делаю с ним, что хочу. Это, получается, 30 секунд я так поработал, да? А у нас еще остается 1,5 минуты. Все, он либо клинч, либо уходит, падает, либо убегает. Его за это судья наказ. Все, вообще, уже никакой. И ты просто делаешь, что с ним хочешь. Тактика изматывающая и тактика печать на машинке. Как ты подошел, ушел. Подошел, ушел. Подошел к нему, ушел. Нестандартная техника, обманывающая какой-то. Я показываю там рукой, а сам бьешь ногой. Показав голову, бьешь живот. Вот такие там. Либо там какой-то прыжок нестандартный делаешь, либо ты как будто ты заходишь к нему, он тебя толкнул, ты как будто падаешь и чуть его держишь так, как будто ты падаешь, и он такой, типа, ты куда ты, типа, ты пытаешься тебя удержать там, да, а ты в это время бах, и бьешь ему в голову, а он такой, типа, тебя держит, типа, что такое, что было там? Понимаешь, нестандартная такая техника мышления. Было такое, то, что вот заходишь, вот бьешь, зашел, и отсюда выходишь, начинаешь падать. Он такой на тебя смотрит просто, и ты в падении бьешь ему в голову там. И еще голову, наверное, подставляет, да? Да, он же как бы так идет. Наклоняется. Удар пропустил, даже сказал я. Я вот раз и сюда выхожу, и он туда начал смотреть, а у меня здесь нога летит уже. Вот здесь закрытая слепая зона идет уже, получается. Он только на меня смотрит, а не на ногу. И тут, получается, уже нога идет. То, что он меня не увидел. Я знаю, что Руся простой человек и не заморачивается там на стены висеть, да? Да. Да если стену, тут вместо обоев тут можно. Ну-ка. О, это самый тяжелый поход. Да, это Челябинск, чемпионат мира вот это. У тебя и футбол тут, и сауна тут, много чего. Вот футбол третья лига. Третья лига. 4 место. Ну, третий это тебе легко, наверное. Тебе же высшая лига надо. Ну, в первую. Это вот отклеилось. Это Европа. В Нальчике был. И какие приемы самые твои любимые? У меня был удар с клинча. Вот я стою в клинче и блокирую там как-то руки и наношу удар.
Отсюда, с правой, с левой, Сверху в голову или сбоку, в щечку вот сюда. Ну, было такое, что и луца попадал. Ты же меня сюда попадал, вот на голову уже пятку ронял, так? Ага. На тренировке. Если напомнит, мы с Русланом однокурсники, и в пятом курсе, да? Вместе же тренировались. Я с вами 2 месяца, кажется, ходил, ногу ломал. Но мне трудно было, я же не без базы ходил, просто чтобы тренироваться. Очень много проблем, каких спортсменов видят, да, в себе, там, не в себе. Я тоже вот до этого сидел, думал, то, что сколько занимается человек, например, спортом, да, сколько занимается человек борьбой, да, тэквондо и так далее. Много занимается, можно сказать, у нас вся республика занимается борьбой. В каждой деревне, в каждом улусе, в каждом ограде есть борец там, да. Но сколько вы сами знаете борцов, можно по пальцам посчитать, да? Сколько вы знаете спортсменов хороших в тэквондо, да? Может, там сказать, мастеров вообще нету, да, и так далее. Ну, вот только у меня вот есть звание там. И дзюдо, то же самое, сколько вы знаете, тоже на пальцах. Ну, в каждом виде спорта можно посчитать по пальцам, да? А почему? Занимается много человек, да? Я скажу по себе то, что человек, когда ему тяжело становится и так далее, и он, если он заболел этим, ну, чуть-чуть, не прям фанат там, да, ну, чуть-чуть фанатеет от этого, он становится фанатом. Бывают такие фанаты, то, что они этот просто фанат, но не фанатеют от самого процесса и так далее, и не пытаются чему-то научиться и так далее. И кто-то вот хочет стать чемпионом мира, да, там, хотят все, но становятся одни, двое, трое там становятся, потому что они отдают больше за это. Кто-то режим соблюдает, кто-то отказывается там от курения, от алкоголя, там, от встречи там с девушками, там, с друзьями, от день рождения, там, много чем жертвуют, да, по себе знаю. И много что отдают за это. И даже, можно сказать, любимая еда у него, например, там, стейк, да, а он всю жизнь ест рыбу, да, либо там он хочет картошечки там с курочкой там покушать, а нельзя ему, он травочку кушает там, он ее уже ест там лет 5, 7, 10 там есть, чтобы заниматься и чтобы быть этим, да. Нельзя там газировку пить, шоколадку скушать, там еще что-то. Нельзя сходить, кто-то говорит, вообще олимпийские чемпионы, там, балеруны, либо кто-то там еще, не ходят вообще на дискотеки, там, потому что, типа, это вообще меняет их движение, и они могут сбить свое движение и вообще как потерять ритм свой этот, ну, типа, такого профессионального. Кто-то вообще говорит, у профессионалов, у олимпийских чемпионов вообще телефоны забирают вообще. Они дают, может, один раз в день позвонить, там, в обеде-то, позвонить домой, там, посоветоваться, и все. А если говорят еще такие, есть моменты, то, что перед Олимпиадой, там, за месяц, за два у них вообще забирают телефоны, и все, они вообще никакой связи нету с родными. Чтобы не было такого, то, что как позвонил, что, как дела там дома? А, у нас кошка умерла, собака там, дедушка, там, дядюшка, там, тетушка, там, бабушка, да, чтобы не было такого, как там сказать, расстроился там, ушел туда, а потом думает, либо вообще сказал, тренер, я все, я ухожу, я поехал туда, чтобы такого не было. Хотят связь, вот связь с тренером есть, все, они вот это все держат, и тренер сам уже думает, говорить, не говорить это, да, он готов, не готов, отвлекать, не отвлекать, а будет ли он дальше об этом думать вообще, ну и так далее. Что он сейчас изменит этим, да, ну, если человек умер, что он изменит, он же не сможет, а у него сейчас вот на носу вот, соревнования там стартом, кто-то так относится, кто-то вот занимается, хочет деньги зарабатывать, он ставит себе цель, я, говорит, все сделаю, чтобы я зарабатывал и выигрывал, получал деньги там, да, потому что я хочу. А у кого-то цели нету, он просто, а у меня мама, папа богатые, деньги есть там. Это, говорит, ну, это единицы вообще, маленькие доза процента, то, что у него будет стимул заниматься спортом. Меньше заинтересованы в этом. И когда выходит то же самое, сытый волк, да, и голодный волк. Кто выиграет драки? Уже понятно, кто выиграет. Голодный, конечно, выиграет, потому что этот лентяй уже будет, ему неинтересно, он сытый уже, все. Что хочу сказать, то что вот
надо в чем-то себе отказывать. И если вы занялись чем-то, да, то доводите это дело до конца. А есть такие спортсмены, которые, говорю, хочу, 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 и ничего для этого не делают. И не обязательно там, что хороший спортсмен потом в дальнейшем станет хорошим тренером. Это мало вообще процентов то, что бывает, то, что хороший спортсмен стал хорошим тренером. Для тебя сейчас, наверное, это актуальный вопрос, да? Ты сейчас же тренером работаешь? Да, ну для меня это как только как в основу входит, да. Мне нравится тренировать, нравится там подсказывать, там менять технику, тактику, там, да, еще так далее. Со взрослыми чуть легче работать. Им чуть показал, чуть сделал, они это понимают, уже делают. А для детей еще очень сложно. Я это сейчас только вхожу в этот, как сказать, всего там сколько, года 4-3-5 в этом, только начинаю работать с детьми. И уже у меня опыт уже создается уже такая. И надо мне побольше поговорить с другими тренерами, которые детей тренируют, там, какие у них там техники, тактики, может, есть введение с детьми, там, да, и так далее. В России там что, международки. Вот это международные, по-моему, да? Это, да, это Чемпионат Швеция. мира? Это, по-моему, последние мои соревнования были в Швеции. Угу. Это бронза, да? Ага, Швеция или Швейцария была. М. И все, после этого я завязал. Чемпионат мира. Это среди студентов второе. А, да? После Корейса, да, или что? Нет, после этого Турка? олимпийского чемпиона испанцы, короче. А, точно, испанец же был. А так ко мне даже спортсмены с Аргентины, там, с Филиппинов, с Таиланда, там, с Кореи, ну, с других стран тоже много кто писал мне в Фейсбуке, там, просили тактики, с Казахстана мне еще писали, спрашивали, вот, типа, вот, мы вот тоже вот невысокого роста, типа, да, а у нас соперники все высокие, как вот нам сделать, как нам поступить, что сделать. Я им говорил пару приемов, я говорю, попробуйте, на следующий день придете, мне напишите, как все прошло. И приходили, писали, помогает, получается, говорит. Я, говорит, уже попадаю по нему, я уже даже вхожу к нему в клинч, говорит. А до этого вообще боялся, убегал там и так далее, говорит, получается. Но мне самому приятно то, что пробуют как-то, да, и получается у них. А тебя не приглашали где-нибудь, ну, в зарубежные страны поработать тренером? Ну, меня звали в Америку звали, в Штаты, там куда-то меня звали за них выступать, но как я отказался, как я уже в сборной был, я отказался. Если бы я не был в сборной и меня бы так пригласили, то я, может быть, и пошел бы. Там, если просто так для себя занимался, то и так далее, я пошел бы. А так, как я могу со сборной пойти туда? Ну, тебя участвовать за США предложили, а тренером работать не предлагали? Тренером предлагали мне... По России здесь предлагали. Области, наверное? Какая область? Нет, в Питер, в Ростов, в Москве предлагали там, ну, много где предлагали. И даже скажу это, что в сборную России меня звали тренером по взрослым быть, по мужикам. Но я отказался так, потому что сколько я уже дома не был, у меня, вот, как сказать, ностальгия, все вот это, все домой тянуло меня. И, как сказать, не знаю, с одной стороны и хорошо, с другой и плохо может. И то, что отказался, так бы, может, и тэквондо продвигал бы, там бы спортсменов туда бы брал своих, помогал бы и так далее. Но, как сказать... Жизнь спортсмена от сборов до сборов, да? Да, я не хотел, чтобы там родные, там, жена, дети там дома сидели, а я постоянно был на сборах там. Как у нас многие тренера там делают. И я так посмотрел, так они вообще целый год почти с нами. Они уезжают домой, на 3-4 дня уезжают. И опять сюда. Максимум на 10 дней улетают, и опять сюда прилетают. Я думаю, как... Нам-то тяжело, да, спортсменам, там, молодым, там. Тренерам тоже, да. А тренерам-то взрослым, у них же семья, там, да, как так, дети, там, внуки, там, тоже свои дела есть. Как так они вообще? О, дотой пахнет. Не, А чем? да-то у меня на ноутбуке. А тут что?
Тут этот компьютер жены. А, Фотки, не фотки там. а, Скидывать, не скидывать там. А какие проблемы развития тэквондо есть в России или и в республике? Ну, начнем с республики. С республики то, что это Дальний Восток, все дорого и мало конкуренции здесь, боев, драк. А чтобы выехать, например, в Дальний Восток, Хабаровск, это нужно такие деньги выплатить, как то же самое, как в Москву поехать, там, туда-сюда слетать. А туда один билет только сколько стоит. Чтобы нам отсюда выехать и получить какой-то опыт, нужно за это такие деньги отвалить. И то тебе будет платить только если ты хороший спортсмен. С тобой не потащит там человек 10-20, как это в Москве может сделать, там в Питере. Сел на поезд там за 1500 и поехал драться в Москву, да? Там в Питер, в другую область, там, в другой город поехать. Но я скажу, из этого есть выход. Есть выход, как вот я вот сейчас объяснял. Не каждый спортсмен думает о высшем достижении, да, и так далее. Нужно смотреть свои бои, свои выступления, соревнований, анализировать, делать отработки, делать работу над ошибками, да. Самый главный соперник это вы сам, да. Поэтому нужно над собой работать больше. Над собой будете работать, за вами другие будут смотреть и с вас пример брать. А как вы дошли до такого? Да я смотрю просто свои бои. О, нифига себе. А я смотрел другие бои, там, чужие, там. А зачем тебе чужие, если ты дерешься, твоя техника, да? Ты должен, наоборот, своих соперников изучать и себя изучать, да? Больше всего себя должен изучать, чем соперников. У тебя должно столько быть тактик, там, 10, 20, 30 тактик, ты должен под каждое подбирать. Вышел против этого высокого соперника, уже такая тактика. Маленький соперник, такая тактика. Резкий соперник, такая тактика. Быстрый соперник, такая тактика. Если у него такая же тактика, как у тебя, то ты уже прибираешь тактику такую, которая было бы тяжело тебе работать против нее, да, например. Фехтовка, вот, мне вот тяжело с ней было, да, но я все равно дрался и выигрывал. Вот. Когда выходили против меня тоже такие, как клинч, я думал, я сейчас пофехтую, попробую там, поиздеваясь, там, типа такого. И получалось мне тоже фехтовать. Они втыкались, врезались, там, пропускали, я думал, нифига. Вот, ну, тактику можно сказать, тактику сам против себя выбрал. И проходит, вот. Дальнейшие планы в тренерской деятельности? Ну, как набрать команду и, чтобы, можно сказать, чтобы найти такую базу, да, вот, чтобы там можно было и жить, и тренироваться, и побольше вот спортсменов хороших, вот, которые глаза горят. А то, говорю, приходят такие, и на них посмотришь, и аж само настроение пропадает, тренировать неохота. Может даже быть не то, что ЗАО, да, а чтобы спортсмены были вот такие голодные прям. Я даже вот хотел, чтобы сделать такую, набрать спортсменов из детдома, там, да, из, можно сказать, Сайсара откуда-нибудь, и с Мархи, там, да, 17-го квартала, таких бандитов вот набрать. По-любому кто-то вот из них там, да, выстрелит. Кто-то башкой думает, кто-то уже хочет из этого вылезти, там, уйти от этого, да. Есть такие городские, да, там, они одаренные есть, но желания нету. Глаза не горят там. Запнулся, пальчик там ударил, сломал, там, ой, елки. Все сразу. Пропал час. Либо пропал, либо там скорую, там еще родители там ругаются, там, как так, что да почему там. И все, получается, все. А тут прям бандит. Я даже со сломанной ногой тренировался. Да, я знаю. Со сломанным пальцем тренировался, там, со швами там тренировался прям. Даже на сраях выступал, даже с трещиной в ребрах выступал. Я думал, вообще сниматься и идти. А я еще и выиграл. А там еще и все 3 веса в один собрались, короче, перед Олимпиадой там было. Я думал, вообще нафиг, что я там забыл, вообще надо уходить оттуда. А я еще пошел и затащил, плюнул на это все и до конца дрался. Я думал, ноги есть, ну, ходить, короче, да, ноги даже поднять не мог. Ноги ходить есть, руками буду защищаться и руками бить буду. Пока руки есть, ходить могу, буду драться, короче. Пока стоять могу вообще, ну, так. Там даже мне чихнуть даже больно было, там как-то напрячься, там, посмеяться даже больно было. Там.
А Шурик ходил, меня еще подстебывал, там, идет, смешит меня, а мне, не смеши, больно, да. Еще идет щекотить меня, там, а у меня, все, там, ноги отказывали, да. В спортивной карьере брат тебе помогал, Шурик? Поддерживал? Конечно, поддерживал, и, как сказать, я тоже старался, чего узнал, чтобы их, ну, его научить, их всех научить, спортсменов наших, чтобы они хотя бы равнялись там на меня, там, как-то думали там и так далее. А у меня такого не было, чтобы я как-то на кого-то смотрел, на кого-то равнялся, там, да, старших не было у меня. Я всегда один тренировался. Один, ни соперников, ни даже со мной клубников не было там, да. Ну, таких вообще никого не было. Все самому там. На Дитязе пришел, посмотрел соревнования, что-то там посмотрел, научился. Что-то посмотрел в Ютубе, в интернете, там что-то научился. На сборы ездил тоже, постоянно ездил. Ничего, результата нету. Потом, пока я себе не сказал, то, что я должен каждый день на сборах чего-то научиться. Каждый день что-то я должен научиться. Пускай даже не каждый день, но хотя бы за один сбор я должен что-то научиться. Тогда я буду расти. Если я буду просто приезжать и тренироваться, и просто делать ту работу, что мне дает тренер, да, в сборной, я буду просто как робот. Я просто приехал, отпахал, вот тебе галочка, все, иди домой. Я ничего не научился. Я все сделал, все, что ты мне просил, я все сделаю. Все, я поехал домой. Приезжать на соревнования, а ты думаешь, а что сейчас делать-то? Хотя я был на сборах со сборной России, понимаешь, что я сделал все, всю работу, то, что они там делают. А почему я проигрываю-то? Поэтому я начал смотреть, вот, один хорошо бьет там удар с разворота, я вот это смотрел, ага. Этот хорошо двигается, передвижение делает, я его там подсмотрел этот. Сидел, смотрел, потом сидел, отрабатывал в комнате, в зале, там, на тренировках отрабатывал везде. Другой хорошо рукой бьет, четко так. Я вот это тоже, ну, вот, отрабатывал вот это. И потом вот это все я потом соединил в одно, в себя, да, это. И еще и добавил свою голову, там, свои мысли там добавил. И получается вот вообще. Тогда я вот начал уже до этого догонять. И самое такое тяжелое, сам по себе знаю, это влиться в коллектив, влиться в сборную, это, можно сказать, для каждого, да, например. То же самое, может, по себе ты знаешь, там, да? Да, знаю. Ты приходишь в новую команду, там никого не знаешь, и они еще с тобой не разговаривают, там, да, еще, а просто, здорово, типа. Там. У нас там было, здорово, типа, якут, там, еще что-то. С Якутска, там, Дальний Восток, что там, Чукча, там, еще что-то, типа такого. Да, и просто ходишь сам по себе, там, все гуляют, там, человек 10, 20, там, 15 команды ходят, а ты ходишь один сам по себе, там. Магазин в комнату, сидишь, телек смотришь. Да. Это, наверное, когда я попал в сборную, наверное, только в 2009 году, а до этого я года 2-3 ездил в сборную, просто так тренировался, за свой счет, получается. Как влился коллектив туда, только тогда более-менее нормально у меня пошло это, и я начал раскрываться, да, и не стесняться стал там, и так далее, там, да, в этом, как-то легче стало в этом плане. И за тебя уже и на России уже за тебя болели, там, поддерживали, потому что с Якутска там мало кто приезжает, 1-2 человека, либо вообще не приезжают они и не орут, за тебя не болеют, а там за тебя уже болеет, либо сборная болеет, либо пару человек за тебя болеет, уже приятно там поддерживают. И получается это. Потом, когда я уже, так, как сказать, уже там уже такой стал уже, да, тоже этот авторитет для них там уже в сборной. И получается, когда приходили к нам новички, ну, молодые, там, 16 лет ребята, 15, 17 лет приходили, либо там тоже 20 лет такие приходили. Я сразу подходил к ним, говорю, привет, как дела, типа, ты с этого города, да, как зовут, туда-сюда, все, вот так расспрашивал. Все, говорю, пойдем с нами, пойдем до магазина, что ты будешь в комнате валяться? Я говорю, он такой, да, пойдемте. И, ну, видно то, что оживляется потихоньку. Все, 2-3 дня, все, он в коллективе. А не 2 года, да? Да, они 2-3 года, понимаешь? Мне, получается, всего лишь надо было взять его, да, и также всего лишь мне надо было, чтобы кто-то меня взял и потащил там, просто познакомил там с друзьями, там, с пацанами, там, с командой, там, да. И они поняли, кто ты такой, и то, что ты там можешь сказать, там, нормальный парень, там, да, а не какой-то там, у всех впечатления бывают разные, там, да. Ты думаешь, он такой-то, а на самом деле он совсем другой человек. 2-3 дня человеку надо влиться.
все, он уже и раскрепощенный. Я не так выстрелили, понимаешь? Россию выиграли, коллектив влились, поезжают на Европе, на мире, там уже в призыв лазит, уже фух, стреляет уже, не стесняется ничего уже. И мы так поддерживаем там все это вообще. Поэтому говорю, самое тоже такое, это великий коллектив. Момент, да? Да. А если бы ты стал вольником? Ну, вольником, если бы я стал, то я думаю, я бы далеко бы пошел бы там. Там, потому что, не знаю, я вот, можно сказать, никогда не боролся, да, а борюсь очень хорошо там и с борцами. Я вот учился, вот, в ЕГУ учился, получается, я вот со своими однокурсниками боролся, я их даже выиграл, там, даже другие веса большие, там, я даже их выиграл, там, по борьбе, там, с боксерами, с нашими, там, боксировал, там, да, ну, почти наравне с ними, там, даже некоторых выигрывал, там, я даже думал, нифига, я даже мог боксером стать, даже, там, это. Вот все призовые, вот это тебя, наверное, не слишком мотивировало, да? Что тобой движет? Ну, мной двигала сначала охота за головами, то, что попасть в голову, там, я хотел больше всего. Нравилось потом обмануть я хотел. Но мне нравилось что-то новое испытывать вот это, в бою, вот это вот. Я, можно сказать, не дрался, я танцевал что-то, пробовал что-то новое. Вот. И, можно только так сказать. Что-то я пробовал просто. И я уже начал уже... Сначала я преследовал цель деньги зарабатывать, чтобы как-то помогать родителям, да, там. Потому что у нас было много там, то же самое, там, купить там продуктов домой, еще что-то там за свет, за квартиру помочь там заплатить, да. А потом, когда начал получать зарплату, стипендию в сборной, я уже начал просто уже думать о том, как это надо развивать себя. И я начал спрашивать других спортсменов, как ты себя вел на Европе перед боем, когда ты первый раз туда поехал, как ты себя на мире вел там, да? А почему ты проиграл, может, ты не спал там или еще что-то там? Он говорит, да, я не спал, говорит, я не мог всю ночь уснуть, потому что тоже переживал. Так что, говорит, тебе советую поспать сегодня, пораньше лечь, выспаться, там еще что-то. Я такой, о, хорошо, типа, ну, вот такие мелочи, спрашиваешь людей тоже, и они тебе подсказывают тоже. Потом мне говорят, врачи, там говорят, тренера, ты, говорит, авангард, говорит. Я такой, а что такое авангард? Они говорят, Google пробей, говорит. Я потом посмотрел, это, говорит, это солдат, который просто идет на войну, говорит. Ему тренера сказали, что сделать, он пошел это сделал. Он просто сказали убить того, он пошел убил. И он без разницы, какая цель там, говорит, он пошел и добился ее, говорит. Я вообще к врачам не ходил, говорит. Вообще ни разу в сборную я не ходил к врачам. Там травма, вывих, там подвернул ногу, там еще что-то, не ходил. А остальные бегут, там царапина какая-то, там в пальчик пнули, там шишка в локоть пнули, там сразу бегут, там весь перебинтованный, там лежит там. И мне доктор говорит, ты что, ко мне ни разу не заходишь? Уже столько, говорит, занимаешься, говорит, столько в сборной, говорит, ни разу ко мне не заходишь. Заходи, хотя просто поговорим, чай попьем. Я говорю, доктор, если я, говорю, к вам зайду один раз, то, говорю, я туда зачастю, наверное. Потому что я не хочу так зайти к вам, да, а потом туда постоянно заходить. Вдруг у меня потом начнутся травмы, там еще что-то, там еще что-то. Может, как сказать, спортсмен суеверный, не суеверный, говорю, да, там. Я лучше перетерплю, как раньше делал я, там, ударился, там, лекарств ничего нету, пошел, само заживет он, да. Но все равно потом потихо меня тренера заставляли, чтобы я туда ходил, уже прям за руку меня брали, туда вели. Говорит, лечи ногу, говорит, там, мне там компрессы делали, там, ноги там мазали, там, заматывали, чтобы эта шишка там прошла, опухоль прошла, чтобы, ну, перед стартами такими, там, Европа, мир, там, Гран-при такие. А на Олимпиаду были шансы поехать? Были, конечно, на Лондон были там. Я там с парнем отбирался, с ростовским. Вместе отбирались, получается. И в последний момент, последний сбор сказали то, что, типа, его выбрали, он едет, короче, туда. И, получается, все, его выбрали. И я, получается, закрылся у себя в номере, 2 дня сидел там, не выходил вообще. Так расстроился сильно, я так туда рвался, так туда хотел, и не получилось. Ко мне тренер подходит, того спортсмена, которого выбрали на Олимпиаду. Он говорит, типа, Руси, говорит, если бы тебя, говорит, выбрали, мы бы тебе помогали, говорит, и поддерживали, говорит, тебя. Несмотря на это, говорит, то, что нас выбрали, говорит. Ты, говорит, сильнее его, говорит, ну, сильнее нашего спортсмена, говорит. Помоги, говорит, ему. И, говорит,
он молодой, говорит, поддержи его, ему твой авторитет, говорит, очень важен, говорит. Ты, говорит, ты сам знаешь, где у него сильные стороны, где слабые стороны, подскажи ему, помоги ему во время боя там и так далее, и так далее. Я так посидел, подумал, да, получается, если б меня выбрали, он бы мне помогал, получается, а я, получается, как эгоист поступаю, типа такого. Такой, да, конечно, типа, завтра буду, все. И все, я ему помогал. И все, он поехал на Олимпиаду, 3-е место занял. Красавчик. Потом поехал он, где там еще был, в Бразилии, да, в Рио. Все, он туда поехал, и там 2-м стал. Получается, у него сейчас 3-е, 2-е место. И 1-е еще надо ему. В Токио где-нибудь там. Что хотел бы передать любителям спорта? Отвлекайтесь, старайтесь отвечать там по мере возможности всем, если вам кто-то пишет, там совет спрашивает, там другие спортсмены там. Другим спортсменам тоже вот говорю, чтобы никогда не будьте там гордыми там или еще что-то. Спокойно подходите, спрашивайте. Все спортсмены одинаковые. Как вы себя чувствуете, так и он себя чувствует. Спокойно подходите и спрашивайте, делитесь там советами и помогайте друг другу. Спорт это единое, все другу помогают. Подписывайтесь на Макса. Геликс Макс.